Звучат игры Российской Федерации и игры Республики Башкортостан. Добрый воскресный вечер, уважаемые болельщики. Здравствуйте. Прекрасное воскресенье, 21 января. 20 часов 17 минут уфимское время. Мы начинаем классную игру с классного забитого оформленного взятия ворот. Хотелось бы мне сказать, но нету взятия ворот. На ваших экранах второй матч второго игрового дня в этом году, в котором скрещивают свои клюшки хоккейный клуб БГК и ООО «Баш РТС». Обо всем, собственно, по порядку. Немножечко с задержкой зашел я, прошу прощения за это легкое опоздание, но разбирался я здесь немного с составами участников, поэтому все, собственно, было по делу. Дорогие друзья, поговорим о составах, поговорим о проведенных играх ранее этими коллективами, поговорим о том, кто на каком месте идет у нас в турнирной таблице. В ближайшее время нас ждут интересные 3 периода по 17 минут времени, которые подарят нам прекрасную игру
хоккее. Ну а победит сильнейший, именно так будет уверен я. Казалось бы, сейчас в очередной раз команда Баш РТС, которая располагается по левую руку от нас, играет в белой форме. В очередной раз они на полных парах рвутся к своему заветному первому взятию ворот, но нет. Сводит на нет голкипер хоккейного клуба БГК эту атаку. И мы наблюдать будем с вами за вбрасыванием уже в средней зоне. Итак, давайте обо всем по порядку. У нас присутствуют аббревиатуры БГК, Баш РТС. Возможно, кто-то не знает. Поэтому, дорогие друзья, именно для вас расшифрую я эти три буквы БГК. Это башкирская генерирующая компания. Для тех, кто и это словосочетание не знает, поясню следующим образом. Это региональная энергетическая компания России, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии в Республике Башкортостан. Управляет генерирующими мощностями на территории региона и координирует работу ООО «Башкирские распределительные тепловые сети», также ООО «Башкирэнерготранс». Входит в перечень системообразующих организаций России. Вот такая вот могучая компания у нас БГК. Сейчас она во всей своей красе на экранах в ваших мониторах. И первое удаление у нас уже в матче. Сейчас наблюдаем за розыгрышем большинства. Удастся ли реализовать здесь генерирующей компании свой момент, возможность открыть счет в этом матче. Действуют они в формате 5-4, соответственно, на одного игрока больше. Ну и отчасти здесь предполагаем мы, что такие возможности и подарки судьбы нужно, конечно, реализовывать. Наблюдаем. Отбрасывается РТС. Сейчас, наверное, является самым верным решением это их действия. Отвести угрозу подальше от своих ворот. Ну и снова входит в зону игроки БГК. Передача по диагонали не получается. И, собственно, пока и контратака у белых также не приносит своих результатов. Чисто входит в зону у нас Андрей Жуланов. Да, конечно же, состава не представил я вам. Ну, давайте как-то обо всем по порядку. Пока такая классная возможность у БГК разыграть лишнего. И атака вроде как плотная. Чуть-чуть повременим мы с этим моментом. Я думаю, по ходу репортажа успеем побеседовать о всем. Представили БГК и также Баш РТС, уважаемые болельщики, башкирские распределительные тепловые сети. Это крупная региональная теплоснабжающая компания. Обеспечивает теплом 8 городов Республики Башкортостан и входит дочерним обществом в состав ООО «Башкирская генерирующая компания». Вот здесь загвоздка, да? Небольшая у нас имеет место быть. Потому как фактически дочернее предприятие сейчас проводит свою встречу против, так скажем, своих основных руководителей, позвольте так сказать, с вашего позволения. Ну и в целом у нас получается, что тепловики и энергетики, да, хотя тепло тоже относится к своего рода энергии. Так, наблюдаем за встречей. Пока лишь только мы видели, что у РТС как-то провели свои несколько атак. Ну и вот уже, исходя из того, что судья-информатор подсказал нам, что в полных составах играют коллективы, мы делаем с вами выводы о том, что реализовать свое первое большинство генерирующей компании не удалось. Пользуясь возможностью, пока немного у нас вроде как остыла эта встреча, по крайней мере те моменты, когда провели по несколько своих атак команды до взятия ворот, пока мы не добрались. И давайте же озвучим составы команд. Распределительные тепловые сети, пара голкиперов: Вадим Вильданов, номер 1, Илья Варич играет под номером 23. Полевые игроки: Никита Орлов 8, Роман Хаматханов 9, Андрей Чернов 10,
Алимжанов Кайрат играет под номером 11, Рустам Латыпов 12, Дамир Мустафин номер 13, Денис Ахунов 17, 18 Виктор Воздвиженский, 28 Фролов Михаил, 41 номер Халилов Айдар, 69 Альберт Гаянов, Альберт Минигулов играет под номером 77, Виталий Филатенков 78, а Александр Харитонов номер 83, Александр Зайцев 87. Эдуард Вахитов играет под номером 88 и замыкает круг игроков Илья Макурин с номером 99. Пока мы наблюдаем за плотной борьбой, и исходя из первого проведенного времени, можно предположить, что коллективы абсолютно выступают на равных, да, так скажем. Ну, по крайней мере, смотрится это именно так. Конечно же, кто здесь посильнее, мы узнаем по ходу уже этой встречи. Но пока очередное удаление у нас поднято рука арбитра. Мы все прекрасно это видели. И уже удаление будет в составе генерирующей компании. Попытались свою удачу в большинстве. Команда БГК. А вот наблюдать в формате 5 на 4 в большинстве мы будем, конечно же, распределительные тепловые сети сейчас. И, пользуясь возможностью, состав башкирской генерирующей компании. 88 номер вратарь Дмитрий Корнилов. Полевые Руслан Асадуллин 4, Денис Хисамудинов 6, Эдуард Хабиров 7, Андрей Озеров 13, Жоланов Андрей 16, Габдуллин Владислав играет под номером 17, Усманов Рустам 18. Пока немножко прервемся, бросок был неплохой, но получился блокированный. Роман Хаматханов там разряжал свою пушку и, что есть силой, пытался вложить их, приложить в этот бросок. Двигаемся дальше по составам БГК. Рустам Усманов 18, уже озвучили. Олег Пихенько 20, ай-яй-яй, досадная ошибка в обороне, едва ли не приводит к броску. Наиль Габидуллин номер 21, продолжаем состав БГК. Пока атака у распределительных тепловых сетей не получается. Александр Каров 27, 42 Сергей Вербин, 74 Флорид Сакаев, 75-й Ильдар Мухаммед Гареев, 81-й Сергей Соломатин и 86-й номер Марат Азнаев в составе башкирской генерирующей компании. Выбрасывание в зоне белых. Азнаев поборолся, но шайбу уступил соперник. Проброс вдоль борта, и здесь может быть опасно. Орлов можно бросать с этого положения. Корнилов, браво, выручает. Миниголов за воротами. Кто из партнеров поможет? Ну, как-то вот пока не складывается. БГК в атаке. В сольном проходе на ваших экранах Наиль Габидуллин. Также с пасом здесь не удается. На Владислава Габдуллина пытался он сделать пас, и смотрим, как Вильданов почему-то оставил свою клюшку. И так по-футбольному, да, по-вратарски решил как-то выйти и игровой снаряд подальше отвести от своих ворот. С чем это было связано, не могу сказать, но тем не менее, как в том меме, да, ничего не понятно, но уж больно очень интересно. БГК на входе в зону к своему сопернику допускает нарушение, и наблюдаем за отбрасыванием уже перед зоной бел. Воздвиженский от белых и схлестнулся клюшками с Русланом Асадуллиным. В результате вот мы наблюдаем, что игровой снаряд откатился уже в зону хозяев. Да, БГК у нас первыми в заявке, по крайней мере, встреч фигурируют, поэтому, с вашего позволения, буду называть их хозяевами, да, номинальными, но тем не менее
вот предполагаем, что распределительные тепловые сети сегодня в гостях у нас проводят свой матч. Но в целом нас объединяет, конечно же, Башкирская хоккейная лига. И в данный момент мы наблюдаем за всей красотой этих матчей в Уфа-арене малой. А возле закругления борта право такая небольшая борьба, которую мы с вами наблюдали. Воздвиженский уже возле ворот отбрасывается на партнеров. Шайбой владеет команда белых. И вот на синей линии едва-едва не покидает зону БГК игровой снаряд. Но браво. Защитнику Баш РТС на мгновение хотя бы он сумел оставить шайбу в зоне своего соперника, но то дальше уже в контратаку уйти коллективу БГК не удалось. Никита Орлов. Поперечный пас на партнера был здесь по диагонали. Дальше отправляли на Чернова, но есть одно но. Так. Ответные действия генерирующей компании. На центр пас не проходит. Смещается на левый фланг. Игроки. С защитой у РТС все в порядке сегодня, как мы с вами можем наблюдать. Денис Хисамудинов за воротами на партнера. Дальше обратный пас получает игрок команды БГК. Тихенько направо. В этом моменте партнером выступал Андрей Жуланов. Но вот как-то в очередной раз, знаете, уже не в первый раз мы наблюдаем с вами, что на входе в зону к сопернику испытывает определенные трудности башкирская генерирующая компания. За небольшой отрезок времени уже, наверное, так раз четвертый мы наблюдаем на вбрасывание, за вбрасыванием перед синей линией ворот распределительных тепловых сетей. Ну, хотелось бы отметить, что довольно аккуратно, пока соперники подходят друг к другу. Возможно, сейчас удастся что-то придумать на Эльгабидулину. Нет. Защита отрабатывает свои позиции, достойно держит оборону и не позволяет команде БГК подобраться поближе к своему голкиперу. Так, вот здесь может быть интересно. Мини-Гулов бросает. И где игровой снаряд у нас? Ага, в ловушке Дмитрия Корнилова. Крупным планом сейчас он на ваших экранах. Опытный, мастеровитый голкипер Дмитрий Корнилов справляется с этой ситуацией. Но вот как-то, я думаю, наверное, хотел бы он от своих защитников более активных действий, да, чтобы игровой снаряд до него доходил как можно реже. Илья Макурин. Поперечный на партнера. Тут же вертикальный пас. Уже поближе к зоне башкирской генерирующей компании. Очередная атака. Не получается. Контратветные действия. Уйти сходу. У команды Баш РТС сейчас в своей зоне. Также они небольшие трудности испытывают на выходе из нее. Латыпов вдоль борта. Кто будет первым на подборе здесь? Уже соперник в виде генерирующей компании.
берет инициативу в свои руки. И можно развивать атаку с этого положения. Так. Положение вне игры в очередной раз разглядел у нас арбитр. 5 секунд буквально остается. И, дорогие друзья, немножко прервемся. У нас окончен первый период. Счет в этой встрече пока не открыт. Второй период стартовал на льду БГК против Баш РТС. Пока по ходу первого периода команды смотрятся равно, что проводит время и в атаке. Примерно статистика по броскам, я уверен, таковую мы, к сожалению, не ведем, но в целом навязывает она меня на мысль, что бросочков примерно у этих коллективов одинаково. По обороне вопросов особых нету. Да, где-то были моменты, допускали ошибки, но в целом эта угроза уже отводилась голкиперами. Вадим Вильданов обороняет ворота распределительных тепловых сетей. По ходу первого периода наблюдали мы его. Также есть в заявке Илья Варич. К сожалению, разглядеть не успел, хотя в теории Нагим не мог, присутствует Илья на этой встрече или нет. Но также видел, что в предыдущем матче в комментариях писал, по крайней мере, пользователь с фамилией Варич, и вроде как Илья, может быть, иногда ребятишки бывают там с аккаунтов родителей, конечно, пишут, тем самым наблюдая за нашими трансляциями. А может, и сам Илья наблюдал все-таки за вторым игровым днем башкирской хоккейной лиги. А у нас тем временем удаление в составе распределительных тепловых сетей. И в очередной раз мы наблюдаем за реализацией большинства. Позволю напомнить, что предыдущая для башкирской генерирующей компании не сложилась удачно. А вот здесь все-таки счет матча они открывают. Посмотрим на повторе, как я разглядел. Это все-таки у нас, по-моему, последнее касание. Да, все верно. Последнее касание клюшкой было за Андреем Жулановым. 1-0. БГК счет в матче открывает. Заждались уже болельщики однозначно взятие ворот от своих коллективов. Первые 17 минут нас таковыми не порадовали, именно голами, да. Ну а вот уже первые минуты второго периода как-то навязывают на мысль, что еще мы с вами будем наблюдать все-таки голы в этой встрече. Минигулов на правом фланге. Так. Вот здесь, конечно, в краску заезжать чревато, может быть. Защитники на месте не дремлют. И, конечно, не позволят, наверное, да, так вот легко сблизиться со своим голкипером. Обычно подобного формата игры. В подобных форматах игр может быть и там небольшие стычки. Но не в нашем матче и не в нашей лиге. Все предельно на уважении проходит в башкирской хоккейной лиге. Партнеры прекрасно понимают, оппоненты знают друг друга.
Более того, мы сейчас с вами наблюдаем, что у нас здесь, по сути, коллеги по цеху, да. Башкирская генерирующая компания, распределительные тепловые сети. Все работают на благо тепловой энергии не только Республики Башкортостан, поэтому я уверен, что даже без каких-либо номеров, фамилий и имен эти бравые хоккеисты друг друга знают собственно в лицо. И исходя из этого, смысл, да, как-то выплескать излишки своих эмоций в данной ситуации. Мы с вами наблюдаем за красивой игрой в хоккей. Лучше пусть проявляют себя хоккеисты в плане техническом. Так будет, на мой взгляд, более красивее и зрелищно. Так, пока говорили мы с вами о той небольшой стычке в районе голкипера БГК, все же предлагаю немножечко ознакомиться с турнирной таблицей. И мы можем с вами наблюдать здесь следующее. Башкирская генерирующая компания на данный момент уверенно закрепилась на 4-й строчке. Ой-ой-ой, взятие ворот, я здесь слегка, простите, отвлекся на турнирку. Давайте понаблюдаем вместе с вами. Очень интересно, 1-1 счет становится. Мы начинаем все буквально с чистого листа. Рустам Латыпов. Смотрите, как прошел, да, сквозь двоих защитников буквально, и бросок с левого полуборта заставил Дмитрия Корнилова застал, ну, позвольте так выразиться, врасплох, да. Классный бросок, обыграл защитников. Игрок команды распределительных тепловых сетей и Рустам Латыпов делает счет в этом матче 1-1. Ну а мы продолжаем двигаться дальше. Турнирная таблица выглядит следующим образом. Из 6 команд 4-ю строчку занимает уверенно хоккейный клуб Башкирской генерирующей компании. 7 игр они провели. Из них выиграли одну в основное время. Также одна была выиграна по результатам штрафных бросков или после матчевых буллитов, да, можете называть кому как удобней. Также по буллитам уступили они одну встречу. В целом, в основное время уступили 4 игры. 17 шайб заброшено на их счету и 30 успели пропустить. 6 очков в целом в зачете БГК. Далее по списку пятыми идет у нас Уралец, а вот уже замыкает весь этот список хоккейных клубов Башкирской хоккейной лиги команда распределительных тепловых сетей. Так же, как и их соперник, провели они 7 матчей. В основное время выиграть не получилось у этих отважных хоккеистов. Один матч забрали по послематчевым буллитам. В основное время проиграли 4 и, соответственно, также по буллитам проиграли 2. Но вот знаете, да, выигранных игр в основное время нет. Одну взяли по буллитам. Ну и вот тот показатель, что проиграно было по буллитам 2 матча, то здесь, знаете, хотелось бы отметить, что все-таки до конца борется этот хоккейный клуб. И также, вот как говорят, что по сути штрафные броски или буллиты, да, это своеобразная лотерея такая, что кому-то повезло. И, возможно, кому-то где-то повезло, словно лотерея. После матчевой буллиты. И здесь как бы не все однозначно. Но тем не менее, этот показатель нам говорит о том, что до последних минут могут бороться и борются распределительные тепловые сети. Отчасти это добавляет такого немножко своей определенной интриги к этой встрече. Уверен я, что до последних минут мы будем с вами наблюдать интересный, увлекательный хоккей. Ну и также я
делаю какие-то свои выводы, да, или, может быть, прогнозы на эту встречу. Не думаю я, что будут какие-то разгромные счеты в виде там 8-1 или 7-2. Уверен я, что примерно ровненько пойдут команды. И до последних минут мы с вами будем наблюдать такой, позвольте выразиться, интригующий хоккей. Так вот, распределительные тепловые сети, 10 шайб забили, 38 пропустили, 4 очка на данный момент в их личном зачете. Классная передача на центр была. И, конечно, жаль, да, что не смог здесь справиться игрок с приемом шайбы. Ну, по крайней мере, для генерирующей компании. А вот РТС только на пользу пока идут все эти моменты. Ну и вы все прекрасно видели, что арбитр показал нам, что будет остановка в связи с игрой высоко поднятой клюшкой. И, собственно, в связи с этим фактом мы переносимся на точку вбрасывания команды в зону команды БГК. Александр Харитонов уже на месте, готов. И не вижу я номер, ну, судя так по расстановке и по росту, предполагаю, что Денис Хисамудинов от БГК. На точке вбрасывания поборолись команды, но пока белые оставляют владение игровым снарядом за собой. Харитонов отдает передачу направо. Здесь также вдоль бортика дальше. По-моему, Вахитов, да, подкатился здесь на помощь своим партнерам. Чернов. Снова Чернов, бросок из-под защитника. И браво, Корнилов контролировал бросок, видел траекторию полета шайбы. Конечно, с этого ракурса казалось, что слегка так на грани. Непонятно, в створ или не в створ все-таки у нас игровой снаряд направлялся, но как минимум был на грани, поэтому Корнилов отчетливо принял для себя решение, что нужно фиксировать. Желанов на Хабирова. Хабиров по диагонали на Олега Пихенько. Пихенько дальше. И здесь уже Хисамудинов. Поправка это Марат Азнаев. Увидел я шестерочку на майке игрока. Ну вот как же здесь, да, можно было так ошибиться, потому как если поставите рядом Азнаева и Хисамудинова, то предполагаю, что Денис-то, наверное, будет порослее все-таки. Есть второе взятие ворот у нас. Бросок от синей линии. Какой же точный оказался в исполнении Чернова. Браво, Андрей. 10-й номер вдоль бортика принимает передачу, недолго думая. Бросок. И ближний створ ворот у Дмитрия Корнилова. Все-таки эта шайба залетает. С передачи шайбу сбросил Чернов, Андрей. Андрей Чернов, автор взятия ворот. 2-1 у нас становится счет. И да, если в первом периоде мы с вами не наблюдали заброшенные шайбы, то вот период второй так уже дарит нам классные яркие моменты. Сейчас на ваших экранах Никита Орлов прокатился за воротами, решил также испытать свою удачу, как и
Рустам Латыпов дальним броском поразил сейчас. Ну, почему бы и нет. Нужно пробовать бросать как можно больше, использовать каждую возможность. И уже взятие ворот, собственно, долго себя ждать-то и не заставит, наверное, на мой взгляд. По крайней мере, именно так. Две минуты с небольшим остается играть во втором периоде. Здесь, конечно, вопрос, да, уйдут ли все-таки РТС преимуществом в одну шайбу, которую на данный момент они имеют, или же как-то БГК сможет отыграть, и коллективы уйдут на скамеечку в равных условиях, ну, по крайней мере, на нашем табло. Хаматханов чисто входит в зону. Ой, Орлов, Никита это. Поправка. Да, и так интересно, да, получается, что Никита Орлов, номер 8. Магия чисел, да, возможно, кто-то. Кому-то это по душе. Никита Орлов, номер 8, заряжал черную таблетку в ворота номера 88 Дмитрия Корнилова. А вот Латыпов-то находился на самом деле в позиции неплохой, открытый. Особо себя не предлагал, конечно, сам, но, может быть, и не хотел просто привлекать внимание к себе. Отчетливо увидел, что партнер наблюдает его. Как-то в теории-то, может, и попробовать через него можно было разыграть. Скидка на центр неплохая, но уж как-то больно предсказуемо это было для игроков генерирующей компании. Асадулин не точен. А вот здесь вдвоем уже поджали, положили на лед соперника, но в зоне Вадима Вильданова сохранить не удалось генерирующей компании игровой снаряд. Усманов. По диагонали от бортика классный пас на Дениса Хисамудинова. Денис в борьбе шайбу-то и выиграл, и тут же скидку делал на зону поближе к воротам. Вадим Вильданов. Но как-то два партнера находились там, особо не разобрались. Кто же все-таки будет принимать. Ну и как будто такая, конечно, скидка-то была довольно быстрая в исполнении Хисамудинова. Ну а мы уходим на второй перерыв. Недолго музыка на трансляции играла, и тем временем мы вырываемся уже в третий период встречи башкирской генерирующей компании и распределительных тепловых сетей, счет в которой 1-2, впереди Баш РТС. Не сказал бы я, что есть какое-то явное преимущество, да и по счету, собственно, его нету, да, одна шайба в рамках регламента и тех условий, в которых проходят игры башкирской хоккейной лиги. Знаете, отыграть или одну-две время вполне предостаточно. И, как я и говорил ранее,
лично для меня, по крайней мере, исход этого матча не совсем понятен. Другое дело, ой-ой-ой, здесь добивание вторым темпом атаки, БГК, о чем мы только что буквально, собственно, и разговаривали. Счет становится 2-2, ну и как же классно сейчас действует у нас Сергей Вербин на добивании. Обыгрывает Вадима Вильданова. Давайте посмотрим с этого ракурса еще разок. Рикошет от Вильданова. Не успевает Вадим зафиксировать. Ну и, собственно, получить распишитесь. 2-2. С передачей и самоуправлением Дениса. Шайбу забросил. Перебил. Олег. Сергей. Положение вне игры разглядел у нас наш зоркий арбитр. Сыграли буквально 2 минуты, уже первый взятие ворот. Интересная игра, достойный хоккей, равные соперники. Отчасти придает это интриги матчу. Вот, ну, ранее у нас проходила встреча, да, в которой играл у нас Транснефть Урал коллектив, встречалась с командой Уралец, или по-другому Госсобрание Республики Башкортостан. Слово-то Уралец в прошлом году у нас, можно сказать, действующий чемпион Башкирской хоккейной лиги. Именно они в прошлом году забрали себе трофей в виде кубка БХЛ и, собственно, по сезону как-то выступали поинтереснее других коллективов, вот в результате чего, напомню я, что в финальной встрече с Уфсином играли представители Госсобрания Республики Башкортостан, которым одержали уверенную победу. Ну а вот в матче сегодняшнем, который мне удалось прокомментировать, я, конечно, увидел для себя немножко иную команду. И еще раз повторюсь, в предыдущей встрече встречался Транснефть Урал с командой Уралец. И встреча закончилась со счетом 10-0 в пользу Транснефти. И вот уже наблюдая, да, этот матч, сейчас переключившись на игру энергетиков, позвольте так выразиться, здесь я наблюдаю немного иной хоккей. Равные команды. Навязывают нам мысль о том, что все-таки интрига будет до последней минуты в этом матче. У нас на трансляции присутствует. Ранее коллектив Баш РТС в первом игровом дне нового года встречался как раз-таки с командой Транснефть Урал. Вот, сыграли они, завершился матч со счетом 1-9 в пользу Транснефти. И вот Баш РТС в той встрече получилось отличиться лишь только нападающему Никите Орлову. Номер 8, неоднократно мы видели его по ходу и этого матча. Постоянно он активно проявляет себя в атаке, а здесь небольшой толчок такой мы с вами наблюдали, как Чернова подтолкнул Вербин, да, но благо, и опять же возвращаясь к той теме, как мы говорили ранее, все прекрасно хоккеисты друг друга знают, и здесь Чернов, может быть, если был это какой-то матч там КХЛ, да, который мы наблюдали, но вот после такого с вероятностью 98% мы сейчас такой какой-то махач наблюдали. Но здесь Чернов просто развернулся к Вербину и своей благородной улыбкой свел эту ситуацию, всю интригу махача на нет. Да, контратветные действия в исполнении генерирующей компании. Крупным планом на ваших экранах Вадим Вильданов. Опытный голкипер.
нивелирует сейчас атаку на своего соперника. И снова наблюдаем за вбрасыванием за небел. Хисамудинов с разворота, попытка броска из-под защитника. Но не точно. Борьба в средней зоне. Хабирова вижу. Жуланов. С левого бортика оставляет на Хисамудинова. Что придумывает последний? Ага. Рука рефери поднята. Будет у нас удаление. Показывают нам на кого-то из белых, что, мол, да, за задержку соперника все-таки придется малый штраф свой отбывать капитану команды распределительных тепловых сетей Виталию Филатенкову. Так, ну поговорили мы с вами о предыдущей встрече Баш РТС. Также, наверное, будет объективно. Если по каким-то причинам люди, некоторые, которые смотрят трансляцию, не знают, как же ихний клуб, возможно, за который они болеют, или просто наблюдают за этой трансляцией. Так вот, скажу я вам следующее, что башкирская генерирующая компания встречалась с управлением Федеральной службы исполнения наказаний в первом игровом дне 2024 года. И завершилась эта встреча со счетом 5-1 в пользу УФСИНа. БГК тоже уступили, как и Баш РТС в первом игровом дне Башкирской хоккейной лиги. Поэтому хотелось бы отметить, что команды на победу-то так проголодались, я уверен. Слегка хотят все-таки отпраздновать победу, получить свою порцию некого адреналина, да, в виде победы над командой соперника. А кто же это будет, БГК или Баш РТС, ну, здесь мы узнаем только уже в конце матча. Пихенько, какой бросок, но вот приходится Вильданову он шлем, и мы видим, что поднял руку сейчас Вадим Вильданов. Неприятный бросок, да, слегка есть такой некий болевой шок, да, после этого броска у Вадима Вильданова. И однозначно здесь нужно привести себя в порядок. Собственно, и показал всеми своими действиями, что требуется слегка отвести дух Вильданову после этого попадания. Ну и надеемся, что все в порядке с Вадимом. Продолжает он встречу. Капитан у распределительных тепловых сетей вступает на лед Уфа-арены Малой, и мы продолжаем наблюдать за игрой в формате 5 на 5. Большинство очередное не получилось реализовать у генерирующей компании, хотя в предыдущем периоде все-таки одна из двух шайб была заброшена именно в формате большинства. Орлов, может, и умеет бросок с правого фланга, но как-то предсказуемо для Корнилова сейчас это было. В зону зайти получилось у БГК, но вот развернуться, повернуться там уже соперник-то особо не дает. Так, пользуясь возможностью и вот этой остановкой, коллективы проводят смену звеньев, и мы теперь уже видим, что направляется в штрафной бокс Андрей Озеров. К слову, это капитан команды башкирской генерирующей компании, ну и так при счете 2-2, согласитесь, как-то, да, испытывают на прочность, можно сказать, сейчас
коллективы друг друга, оставляя периодически вот так без одного полевого игрока. При счете 2-2 за 6 минут. В целом 4 шайбы мы с вами наблюдали, да, по ходу этой игры. И исходя вот из этих данных, можем-то предположить мы с вами, что сейчас каждая шайба, она, собственно, на вес золота, можно сказать, практически. Чуть меньше 6 минут остается играть. В периоде третьем в целом уже провели 11 минут. И также предыдущие два периода 34 плюс 11 равно 45 минут. 4 шайбы. То есть коллективы забивают одну шайбу в 10 там, с небольшим 11 минут. Остается всего 5. А отсюда я и говорю, что каждая будет на вес золота. И в теории сейчас коллектив, который оформит взятие ворот, возможно, с вероятностью большой может и одержать победу уже в этой встрече. На данный момент большинство разыгрывают распределительные тепловые сети. И у них на руках, если бы, возможно, мы играли в карты, можно было бы сказать, что есть козырь такой, да, определенный. Заключается он в дополнительном полевом игроке, который находится на поле. Вахитов, поперечный пас на Воздвиженского. За воротами находится последний. Фролов дежурит там, где-то на центре. Да, по диагонали передачи не ожидал я, что так прям практически свою зону, бросок от синей линии. Корнилов щиток-то выставил, но шайбу не зафиксировал. Самудинов с Вербином вдвоем атаки. Классная скидка на Вербина проходит. Но как же нужно решать в таких ситуациях. Не факт, что еще будут такие моменты. 2 в 2. Классно выходили сейчас хоккеисты. Денис с Сергеем. Эта связка очень хорошо отточена у генерирующей компании. Львиную долю заброшенных шайб именно вот в этой связке проходит у коллектива БГК. Но вот сейчас что-то не получилось. Неудобный Минигулов. Альберт наносил бросок, но вот досадно для своего коллектива шайба-то проходит выше. Может быть, вторая попытка удастся? Ну нет, также. Но единственное, что в этот раз бросок получается блокированным. Поставил защитник клюшку. И уже рикошетом, собственно, от нее шайба взмывает в небо. Словно ракета Илона Маска, да? Каров с воротами. Высоким прессингом, обратите внимание, сейчас встречает распределительные тепловые сети в надежде на то, что, возможно, допустят какую-то ошибку. Коллектив БГК в своей зоне. Перехват на синей линии. Бросок на месте. Вадим Вильданов. Браво. 2:20. И, дорогие друзья, согласно регламенту Башкирской хоккейной лиги, если в основное время победитель у нас не выявится, то мы будем с вами наблюдать серию штрафных бросков или послематчевых буллитов. Аматханов на ваших экранах. Длинная передача по диагонали. Принять, конечно, никто не смог, но шайбу в зону соперника была доставлена. И Самудинов. Попытка броска, но как-то показалось мне даже на мгновение, что все-таки Самудинов остается 1 на 1 с Вадимом Вильдановым.
И это третья шайба за 1,5 минуты до окончания третьего периода. Денис Хисамудинов, возможно, ставит точку в этом матче. Подловил он на ошибке своего соперника и делает, возможно, решающее взятие ворот в этой встрече. И позволю себе напомнить вам, что в таких случаях, когда счет неоднозначный, ну, как минимум, не 10-0, да, то вот именно последние 2 минуты уже идет время чистое. В матче, что, собственно, сейчас происходит, минута 23 было зафиксировано. Был зафиксирован у нас наш секундомер, пока он, к сожалению, не двигается, но ничего страшного. Как говорят в играх, да, у нас, когда есть трудности со временем, что по контрольному секундомеру берется на контроль время хронометристами. Орлов на синий поборолся, но пока вот дальше как-то этой линии не получается пробраться у распределительных тепловых сетей. Со сменки выходит у нас, как опасно сейчас действовал Андрей Жуланов. Ракурс своеобразный, и здесь Хисамудинов уже просто шлемом выталкивает из своей зоны Дамир Мустафин. Ну вот, еще бросок. Жуланов, где шайба? Нет, в ловушке. У Вильданова игровой снаряд, 29 секунд до конца, и, возможно, ну, буквально 1-2 атаки, да, остается. А вбрасывание-то у нас в зоне белых. И ой, как неудобно получается для РТС сейчас эта ситуация. Что-то нужно решать. Может быть, где-то в моменте попробовать и снять с ворот Вильданова, выпустить шестого полевого игрока. Ну, не удается пока это сделать в связи с тем, что очень плотно действует в зоне у соперника башкирская генерирующая компания. 10, 9, 8. Остановка. Развел руками здесь, да. Андрей Жуланов показывает рефери, что, собственно, я-то там особо активные действия-то и не предпринимал. Да, мы видим, что Вильданов, как мне показалось, пригласил его сейчас Варич. Подумал я, что, во-первых, тайм-аут, во-вторых, уже попробуют сейчас распределительные тепловые сети без Вильданова что-то там придумать. Шестером пойти в атаку. А что терять-то уже, по сути? Терять нечего. Здесь команде РТС, то есть либо выходим шестером и что-то решаем. Проигрываем со счетом 3-2 или 4-2, разницы нету. Ну и в шестером, соответственно, можно как-то попробовать послематчевые буллиты перевести игру. Да, все верно. 6 полевых игроков у команды распределительных тепловых сетей. 7 секунд до окончания. Уже остается еще меньше. 5. Отбрасывают шайбу. И все, дорогие друзья. Матч на этом заканчивается. Победу в этой встрече одерживает башкирская генерирующая компания. И к этому успеху приводит ее Денис Хисамудинов, который буквально за несколько минут до окончания третьего периода ставит все-таки точку в этой встрече, оформляя третье взятие ворот за свой коллектив. Браво! Интересный, зрелищный, красивый, энергичный матч мы с вами наблюдали. Я же с вами прощаюсь. Разрешите откланяться, дорогие друзья. Вам желаю всего самого хорошего. До новых встреч на хоккее башкирской хоккейной лиги. Пока-пока.